Регистрация участников, черные гелевые ручки, все как на экзамене. Только на этот раз еще один обязательный элемент – черно-оранжевые ленты. Символ стойкости нескольких столетий. Диктант Победы не имеет возрастных ограничений. Свои силы в истории Великой Отечественной может проверить каждый. Гурсман Муталиев оказался здесь не случайно. Тема войны ему очень близка. Участник боевых действий в Афганистане понимает, насколько важен мир. А какой ценой далась победа, можно вспомнить историей, написанной кровью. Сознание проверить дивину, се на оса батугину, может ская вахамуса, ну амшвануса, чуть-чуть посмотрим, чего я стою. А важны эти площадки? Важны, даже очень важны и нужны. А знания хадис, на верстате, в 79 году я закончил школу. Вот считаю, после этого нигде я не работал даже на руководящей должности. Так что, да, опять же, как говорю, через 40 лет первый класс. В холле Ингушского госуниверситета развернулась выездная выставка Музея краеведения. 57 фотографий героев Советского Союза, элементы исторической ценности и фотоальбомы с бесчисленными ингушами, участниками Великой войны. Среди них также есть и Келигов Магомед Гирей Габралович, который был танкистом, участвовал в обороне Москвы, также участвовал в боях на Курско-Орловской дуге. Он особенно отличился в самом крупном танковом сражении у деревни Прохоровка, когда их танк противостоял 5 немецким танкам. Другие члены экипажа были ранены, он взял управление огнем на себя и лично подбил 3 танка. Таких историй у нас много. Да. Таких историй, конечно, очень много. Есть и легендарные личности, такие как Картоев Джабраил Дабиевич. Очень многие улицы названы в его честь. К нему было особое доверие со стороны руководства Советского Союза. В годы репрессий, в годы проживания нашего народа в Казахстане ему доверили руководящую должность, он был директором химического завода. В диктанте Победы принимает участие и глава Ингушетии. Но прежде чем приступить к заданиям, Юнусбек Евкуров ознакомился с выставкой и предложил запустить молодежный флешмоб с портретами предков, защитников Отечества. Можно было студенты, чтобы сейчас начали везде, по всем там, в ютубе, в соцсетях, на смотри на одежде, все же одежде, показывали героев. Ветераны Афгана, юнармейцы, кадеты, школьники, депутаты всех уровней, молодая гвардия, люди разных поколений и общая на всех победа. Всероссийская акция проходит в память о тех, кто дал нам мирное будущее, свободу и независимость, и тех, кто остался на полях сражений. Онлайн-трансляция диктанта по всей стране началась ровно в час. Разница во времени сказалась только в часовых поясах. Диктант Победы в эти минуты пишут на более чем 1300 площадках в России и за рубежом. 20 вопросов и 4 ответа на каждый. Необходимо выбрать один правильно. Задания позволяют с одной стороны понять уровень знания, а с другой стороны, поскольку вопросы развернуты и содержат в себе информацию, то сами по себе уже распространяют исторические факты и побуждают интерес к истории. Задания творческие, на логику и смекалку. Узнать, на какой территории происходила битва Великой Отечественной по иллюстрации, или же указать город, в котором установлен памятник воину-освободителю. Вопросы диктанта составлены профессиональным сообществом с учетом их исторической достоверности. На все про все дается 45 минут. Я считаю, это очень важное мероприятие, поскольку оно развивает патриотическое мышление у молодежи и дает дальнейший толчок для поколений следующих, которые будут уже более осознанно, более продуктивно в этом направлении развиваться. Вот. И мне кажется, нужно и диктант, и всевозможные вообще мероприятия проводить касаемо нашей отечественной истории, и нашей Великой Победы, и других важных событий. Организатор диктанта Победы – Всероссийская политическая партия «Единая Россия». Цель одна – привлечь интерес общества, особенно молодого поколения, к Великой Отечественной войне, героизму и трагизму тех лет. В Ингушетии для диктанта определили 2 площадки. На этой собралось около 300 человек. Пока проходила агитация, нам писали, звонили, уточняли, где будут площадки, в какое время начинается. И отклик хороший, это и как и у молодежи, так и у взрослого населения нашло. И, конечно, самая главная цель этого теста – не сколько проверить свои знания, сколько побудить к получению новых знаний, так как именно знания
тех подвигов, ратных подвигов, которые совершали воины ингуши в период Великой Отечественной войны, советские солдаты. Это, конечно же, та важная часть истории нашей страны. И, безусловно, праздник 9 мая, он является праздником для всех нас. Итоги диктанта Победы планируется подвести ко Дню России 12 июня. Все бланки с ответами направят на проверку в Федеральный центр тестирования. Тогда будет ясно, кто лучше всех знает историю, понимает, что происходило в те сложные годы. Лучшие участники всероссийской исторической акции побывают на параде в Москве в следующем году в честь 75-летия Великой Победы. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24.